Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие и добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие люди вас окружают? Кто, почему, зачем? Ну и как вам к ним относиться, чего ждать? Пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие люди меня окружают? Кто они? Мое окружение. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, какие люди вас окружают? Какие люди вас окружают? Так. Ну, люди, сразу скажу, очень-очень разные люди вас окружают. Но здесь сразу видно два очень важных человека. Вот один силуэт женщины, второй силуэт мужчины. Мужчина такой достаточно, ну, не знаю, либо крупный, либо громкий, да. Он может быть крупный, там, скажем так, высокий, полный, да, а может быть просто там невысокий, но очень громогласный, энергичный, да, он тоже кажется, что его всегда много, и он такой везде большой человек. Женщина, смотрите, она льет воду на вас. Это женщина, которая, ну, за вас очень сильно переживает, душа у нее за вас болит. Она может за вас прям и молиться, и просить, и для вас много чего делать, да. Это может быть мама, это может быть какая-нибудь женщина, родственница, там бабушка, тетя, а может быть и хорошая, верная подруга, понимаете. Вот эта женщина всегда вот где-то с вами рядом и всегда пытается вам помочь. Если такой женщины в вашей жизни нет, то она появится. Это, кстати, может быть и дух вашего рода, который вот прям за вас там постоянно просит за вас, чтобы вам дали, чтобы вам послали, чтобы все было у вас замечательно. И еще момент. Есть человек, который вот он вредитель. Вот он стоит здесь. Человек мутный, человек скользкий. И этот человек, он прячется за спинами других. То есть с этим человеком нету тесного общения, с этим человеком нет прям, ну, прямого, скажем так, диалога, прямого контакта. И этот человек может быть, скажем так, на несколько ступеней выше, чем вы на работе. Либо этот человек может быть там соседом каким-то, соседкой вашей. Либо этот человек может быть каким-то дальним родственником. То есть кем угодно, с кем нет прямого конфликта, и контакта. Но этот человек очень сильно на вас влияет, очень сильно влияет на, ну, скажем так, на ваше продвижение, на вашу жизнь, на качество вашей жизни. Человек вредит издалека, из-под тишка. Почему? У него на вас какой-то зуб, он почему-то в голове у себя о вас какие-то неприятные мысли постоянно содержит. Почему-то считает, что ваше именно там существование, присутствие, оно реально ему мешает. Мешает, вредит, и из-за вас, то ли он чего-то там лишается, либо вы, не знаю, там, если по соседству живете, то вы там как-то, там, не знаю, дети у вас кричат, да, либо там завидуют тому, как вы живете, да, считая, что вот там не по справедливости все там случилось, да. То есть человек вредный, вредоносный, я бы даже сказала. Такой человек не постесняется вот нанести какой-то удар в спину, понимаете, особенно если там на работе связано, да. Человек будет делать все, чтобы, например, там вам не платить положенное, да, либо чтобы вы не были его прямым конкурентом, потому что человек такой, ну, я еще раз говорю, да, дурные мысли о вас в голове, вот, считает, что вы там виновница, либо виновник всех там неприятностей в жизни, да, либо можете стать таким человеком, вот. Так что этого человека берегитесь. Почему? Потому что у него очень длинные руки, он постоянно как-то вот издалека, из-под тишка на вас, ну, как уколы вам делает, понимаете, острые. Ну, вред приносит. Вот так вот идет. Так, еще, мои дорогие, я тут вижу ситуацию треугольника. У кого-то может быть действительно треугольник в жизни, да, когда, например, одна женщина, вернее, один мужчина и две женщины. Здесь вот эта женщина, которая
ваша соперница, она про вас знает. Она про вас знает, она вас недолюбливает, мягко скажем так, да, и она, ну, может, знаете, как бы не побрезговать какими-то там дурными, скажем так, инструментами, да, чтобы вам там навредить, да, чтобы причинить вам какие-то неприятные моменты. Поэтому берегитесь. Смотрите, просто этот треугольник, он острием направлен в вас. У вас идет направление, и вот она здесь стоит отдельно. Я не знаю, у нее какой-то может быть статус. Может, она жена, например, да, либо она готовится стать женой, либо у нее там, ну, есть какие-то связи, возможности, да. Она как будто бы, ну, как, знаете, вот особняком стоит, да, и типа у нее как будто бы какая-то броня, защита. То есть она себя чувствует неуязвимой. Знаете, это такой человек, которому, скажем так, нечего терять, и она вот даже не ради там любви, да, а ради вот, исходя, вернее, из противности, да, будет бороться. Бороться с вами, бороться с обстоятельствами и бороться с мужчиной, вернее, за мужчину. То есть такая, ну, берегитесь, в общем, берегитесь, особенно, чтобы она вас там нигде там не подставила, ни каких-то неприятностей на вашу голову не накликала. Здесь, конечно же, лучше из таких треугольников выходить, потому что треугольник этот, на мой взгляд, он такой долгоиграющий. Если бы мужчина действительно там желал, хотел, он бы уже давно бы все порешал, да. Но если это долго тянется, больше там, чем год-полтора, то, конечно же, лучше выходить, понимать, что себе дороже будет. Вот. Еще я вижу у вас человека, который, ну, скажем так, хотел бы вам сделать предложение. Здесь два кольца. Это может быть как два человека, которые там мечтают о вас, о том, чтобы взять вас замуж, да, в каких-то с вами отношениях быть. Так и может быть, что человек, например, хотел бы, например, помолвку с вами, да, и свадьбу. То есть человек уже серьезно все продумал. Он подумал и о себе, и о вас, и о том, как будет складываться ваша жизнь. Еще этот человек мечтал бы с вами иметь детей, потомство. Причем двоих сразу, мальчика и девочку. Только девочку он хотел бы постарше, а мальчика поменьше. То есть если у вас, например, уже есть девочка, то он уже считает ее, например, своей, хотел бы с вами мальчика. Но здесь явно кольцо есть, и кстати, может быть, эти два кольца означают человека из вашего прошлого. Человек из прошлого, который хотел бы к вам вернуться и, там, например, заново позвать вас замуж, заново с вами в браке, в союзе соединиться. Вот такая ситуация. Так, еще хочу вам сказать про людей на работе, про ваших людей на работе. Здесь на работе, ну вот этот вредитель разве что может быть, да. А остальные вот коллеги, коллектив достаточно хороший, спокойный, уравновешенный, люди добрые, люди отзывчивые. Да, не всегда у всех хватает времени, но тем не менее вы должны понимать, что вас там любят, вас там ценят и к вам там хорошо относятся. Если будут какие-то проблемы, вам будут помогать. Здесь я вижу женщину, пожилую женщину, она в горизонтальном положении. Но кто-то из ваших родственников тоже вот по женской линии, кто, например, сейчас не в самом лучшем состоянии. Может быть, там человек болен, в больнице, находиться дома. То есть, знаете, она в лежачем положении. Эта женщина, она по вам все время скучает, как будто бы вас к себе зовет. Знаете, ей нужно с вами поговорить, она, может быть, попрощаться хочет, может быть, прощения за что-то попросить, а может быть, что-то вам и оставить. Понимаете, не игнорируйте, придите. Тут, ну, тут время, понимаете, время очень важно. Она ведь очень переживает, очень. Даже если она там не в самых лучших там отношениях была с вами, с вашей семьей, и там, может быть, где-то как-то себя некорректно взяла, она уже во всем покаялась, поверьте. Да, сделайте доброе дело, сходите и поговорите. Так, еще по поводу людей. Здесь вот есть человек с сумкой и с такими загребущими руками. То есть кто-то в вашем окружении может скачивать с вас энергию, либо, ну, как сказать, да, подворовывать вашу энергию. Будьте аккуратны, потому что человек, он как пиявка, видите, вот как с хвостиком присасывается и потихонечку качает энергию. А вы потом говорите: ой, что-то мне там не везет, ой, что-то у меня там самочувствие не очень. Вот потому что такие пиявочки присутствуют. Это, кстати, очень похоже на... Либо это мужчина, ну, какой-то такой, знаете, уже там за 40, либо это женщина очень худая. Вот либо мужчина, либо у кого-то может мужчина, у кого-то женщина. Вот этот человек скачивает энергию. Так,
Еще я вижу женщину очень какую-то властную, какую-то прям, знаете, статную. Она, ой, ну она какая-то необычная, она может быть какой-то большой начальник, большой руководитель. Вот эта женщина, она к вам отношения по факту не имеет, но она может вам покровительствовать, да. Если вот вы к ней пойдете, если вы ее попросите, то она станет на вашу сторону и будет вам помогать. Я не буду говорить, что она долго на вашу жизнь, либо она будет с вами дружить. Нет, я вижу, что она может вам помочь в решении какого-то важного дела и показать вам покровительство. Вот если понимаете, о ком я говорю, женщина худая, ну как худая, да, фигуристая, назовем ее так, да, может быть и худая, может быть и фигуристая. Она высокая, она, ну, дорого одевается и выглядит очень шикарно. Вот такая женщина. Так что, если понимаете, о ком я, смело можете идти, просить помощи, обязательно вам поможет. Причем как бы безвозмездно, я вижу, да, у многих будет. Не ради подарков, скажем так, да. Так, еще я вижу у вас вдалеке, где-то очень вдалеке, есть несколько человек, которые о вас помнят, ждут и надеются на то, что вы их посетите, да? Либо всегда с каким-то нетерпением ждут от вас каких-то новостей и весточек. Вот эти люди, они, конечно, хоть и далеко, но они еще, скажем так, в вашей жизни будут присутствовать, да? Может быть, там вы живете там за 1000 километров друг от друга и кажется, что все там, связь потеряна, и ну что, ну общаемся мы там по скайпу, да, либо по WhatsApp, а дальше что? А дальше, я вам еще раз говорю, будет момент, когда у вас будут и встречи, и причем даже так достаточно регулярные. Вот, так что не теряйтесь с этими людьми, они еще вам очень-очень, скажем так, пригодятся, да. Так, мои дорогие, ну вот к самому интересному мы подошли. Дети. Дети здесь, конечно же, ну, любят вас, любят, надеются. Но если ведут себя как-то вот, ну, не совсем корректно, да, назовем, понимайте, что это возраст, понимайте, что где-то вы сами виноваты, упустили возможность, да, где-то там не общались, где-то там говорили, там мне некогда, отмахивались от своих детей. Ну, такие результаты получаете. В целом дети любят, в целом люди вас, люди и дети считают хорошей, доброй, замечательной, тянутся, но ну, особенности, скажем так, возраста, да, это тоже нужно учитывать. Да, сложно, я вижу сложно, но тем не менее, поймите, пройдет там какое-то время, да, и ситуация просто вот до неузнаваемости поменяется. Все вот то, что было сейчас сложно, трудно, со слезами, станет легко, весело и, ну, и дружно, и прекрасно, и любовно. Вот, мои дорогие, не отчаивайтесь и знайте, что все будет хорошо. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.